Творческое объединение «Близнецы» и компания «ОВА Медиа» представляют Константин Куцевалов, Сылдыс Калынду и Алча Оржак в шуде-шоу «Тувинское время». Мне звонит друг в 3 ночи. Звонит, а не звонит. Да, правильно. Да, как бы образование же есть. Ой-ой. Звонит друг в 3 ночи, а я впервые за долгое время лег спать Вообще? пораньше. Ну да, в 9 часов. Я такой сплю. За какой период долгое время? Ну, примерно полгода. А у него очень интересная история. Ну, можно же про него рассказать, а не про себя? Ну, конечно, можно. Это же история, которую тебе поведали. Да, Ты да, имеешь да, да. право ее тоже Да, озвучить. и имена же. И, короче, они отдыхали, получается, у друга дома. Играли в PlayStation, просто сидели и кайфовали. Друг уснул, ну, то есть хозяин квартиры. И они вышли в подъезд. Я не знаю, зачем они выходили в подъезд. Давайте 3 причины, почему люди выходят в подъезд. Да. Потому что через подъезд... Не-не-не, можно попасть- квартире стало жарко, они вышли прохладиться, так скажем, в подъезд. Без одежды, там, в одних кальсонах, там, без носков, в футболках. Типа надо, короче, температуру тела понизить, поэтому вышли в подъезд. А потом получается так, что когда они вышли, я не знаю почему, хозяин квартиры подумал, что они ушли домой. И закрылся и лег спать. Куртки, ботинки, все осталось. Да, а он просто не видит. Космедемьямская. Он приходит, так, 4 куртки, 8 пар ботинок. Ну, Они ушли наверное, домой. Наверное, они ушли, да. наверное, это нормально. Они отблагодарили меня за гостеприимство. Да. Вот тебе, братан, куртки, вот тебе новая обувь, пользуйся. И уехали домой. Он закрылся, лег спать. А он человек, который спит очень вообще жестко прям. Если он уснет, его не разбудишь никак. Потом после этого, получается, они обратно стучатся, а там дверь закрыта, он не открывает. Они голенькие, в одних внутренних Голенькие. в одних внутренних штанишках, получается. Внутренние штанишки, то есть это так. Они под кожей носят их. Правда, в обуви, А получается. как? Они же хозяину оставили вот 5 минут назад. Нет, Но они не носки всё оставили, ну, обувь они надели. Вторая ремарка. Не одели, а надели. Это тоже правильно. Да, образование же есть. Они стоят в подъезде, и надо что-то решать, потому что они в какой-то момент понимают, то, что обратно они не зайдут никак. Вот в этот момент они звонят мне и говорят: отправь мне ключи от работы, потому что рядом с домом, ну, примерно в 2 километрах работает. Это, знаешь, это как тувинское время. Когда свадьба начинается? Ну, в 3 или в 8. А где? Ну, рядом тут, ну, в 10 километрах. В Т-схеме. В схеме. Он мне звонит, говорит: отправь мне ключи по такси, потому что, ну, кто в 3 ночи поедет, ну, и тем более у меня не было возможности ехать. Нежелание. И желание тоже, как бы. Я, ну ладно, давай, просыпаюсь, короче. Думаю, заодно выйду на улицу, прохлаждусь, короче. Охлаждусь. Да, прохлаждусь, именно такое слово. Образование же есть. Потом, да, я выхожу, сажу на такси и отправляю им, короче, ключи, получается. Ключи благополучно доезжают до них. Ключи. Да, ключи. А они почему-то, я не знаю почему, решили отправить такси. Ладно, такси, езжай, нам экстрима не хватает в этой жизни. И решили побежать 2 километра без одежды в минус 40 градусов. Решили побежать. Не на такси. Не-не, на такси они отпустили. Ладно, мы сами, давай, езжай, типа. Хотя все нормально могло быть. Они просто хотели еще больше прохладиться, потому что подъезда не хватило им. Ну, температуры подъезда, и на улице было бы еще больше по кайфу. И они побежали. И они очень сильно замерзли. Но это как следствие из того, что они побежали голыми ночью. Минус 40. Да, вот. Удивительно, а что замерзли-то? Да, вообще не понимаю. Я бы не замерз, наверное. Время было сколько? Часа 3 ночи. Какой ты хочешь вопрос поднять? Проблема же какая-то есть. Ну, в чем проблема-то? Надо в подъездах ставить кровати. Колокол, чтобы Не-не-не. стучать, чтобы Нет, на междуэтажье. Вот это, Образование. Образование же есть. это как междуречие, понимаете? Ты как глубоко копнул. Да, да. Шумерская?
Ладно. Ставить кровати, чтобы люди с такими проблемами могли спокойно переночевать в То есть ты подъезде. имеешь в виду, люди с такими проблемами, это те, которые сидят на скамейках на Арбате, вот такие люди? Я думаю, что такие кровати будут заняты. Постоянно. Ну если Постоянно. заняты, то есть можно, то есть вести у нас теплые остановки, чтобы такие люди могли бежать, отогреться и дальше бежать. Умные остановки для не очень умных людей. Слушайте, мне кажется, корень в этой всей истории в том, что таксист не настоял на своем. Да. Вот, поэтому, дорогая служба, вот возьмите меня крупно кто-нибудь, пожалуйста. Я тебе и так. Да тебя вообще... Они так отдаленно, тебя съемка идет отдаленно, поверь мне. С любым Возьмите кадре меня крупный. крупно. Дорогая служба такси, пожалуйста, будьте настойчивее клиентам, чтобы люди голенькими не бегали. Спасибо. И у меня вот возьми Сылдыса крупно, пожалуйста. Вот. И у меня просьба, вот, пожалуйста, вот такие люди, ездите на такси, пожалуйста. Там очень мало места в маршрутках. Тут еще одна проблема. Проблема в том, что возле моего дома, где я живу, тоже контейнеры есть, но мне кажется, то, что в мои контейнеры загружает мусор весь ближний Кахем, потому что выйдешь на улицу прохладиться. В утренних стоишь. Да, Давай по ближнему бегать. Наверное, твои друзья хотели выйти именно для да. Выходишь, смотришь, на контейнеры стоят, ну там, как всегда, гора мусора, тут приезжает машина, либо не из моего двора, тут скидывает мусор, уезжает. Потом еще вторая машина приезжает, скидывает мусор, уезжает. на твоих глазах. Да, прямо на моих глазах. Я прям на них... Когда они уже уехали. Да-да-да, когда они уже уезжают, так... Ну, когда они стоят... Сталина на вас нету! Не Типа, знаю. круто, ребята, давайте еще. Они хотят Всех зовите, пожалуйста. Кто там у вас рядом есть? У вас Они кто-то хотят тебе удовольствие доставить, просто что ты их поддерживаешь, молодец. типа, во, пацаны. Блин, такой пацан классный, надо его радовать все время, ездить мусор выбрасывать туда. Сейчас возьмем Максима крупно. Ты помаши рукой и скажи СТТБО. Вот так. Вы нашли, кому говорить? Не, ну, этих же. Но Если это было, пожалуйста, нормально работать, по-братски. нормально будет. Вот по-братски просим. Давайте просто сделаем наш город красивым, доносите свой мусор до урны. Внутрь. Да. Не до, а внутрь. Да, Это на самом деле Договорный вщуп, да? да. до урны можно отсюда докинуть. И не Не дойти, ладно. Все. СТТБО уже уберет. И перестаньте мусор Максиму выбрасывать. Да. Это вот Колхозная обращение. 58-60, не Так трогайте, тебе пожалуйста. сейчас все будут ездить. Зачем? Ты сейчас зачем адрес назвал? У меня даже желание, у СТТБО появилось желание к тебе вывозить. Просто по приколу приехать и что-нибудь туда бросить. Типа, о, где О, Максим? вон он. Американцы бы уже давно сделали какие-то плакаты, вот эти, как они сидят у себя на хоккее. Вот эти большие пальцы у них здоровые, и плакаты вот были бы вот такие. И, ну, вот такое, мне кажется, это, ну, как говорится, в крови вот всей нашей нации, ну, не вашей, вот. Ну, не вашей конкретно, а вот общей, то есть, ну, небольшой минутка расизма. Ну, в этом году почему-то заметила в этом году, что меня волнует проблема сажи в Кызыле. Только в этом году? Да. Как бы до этого вообще, Мне кажется, раньше просто у меня не было времени, что ли, чтобы это замечать, Поднимать думать, глаза. да, думать об этом. Сейчас, мне кажется, это слишком Просто ты, для... наверное, да. в этом году купила белые вещи. Хотя в рекламе же говорили белое не надевать. В рекламе сажи. Опять мимо, да? В рекламе ТЭЦ не надевать белое. Кызыльская ТЭЦ, только не белая. Сотрудники белое не надевать. Это вообще замечательная штука, то есть ты после 25 лет, если ты не обзавелся семьей и работой, тебя облагает 4% налогом. То есть, Если у тебя нет работы, А ты если с ты чего не, будешь а платить? если ты не хочешь просто жениться? а вот Как выйти извините замуж. уж. А если ты гей? Нет, Подожди, Костя, у тебя какая-то проблема или что? нет, просто я пытаюсь быть толерантным.
Вот тогда, смотрите, получается, если ты не хочешь жениться и работать, то ты должен платить 4%. То есть, если ты работаешь и не женился, не платишь? Там главное Нет. слово не женился. Да. Там вообще главное слово 4%, понимаешь? Там не важно, женился, развелся, там по барабану. Ты официально не состоишь в браке и не трудоустроен. Все. У нас полстраны в гражданском браке. Им что делать? Все, платить Да? налоги. Платить налоги. Причем и в Туве ей, как? и ему. Значит, из этого гражданского семейного бюджета 8% уходит. Это пропихнули чуваки, которые проводят свадьбы и и всякие тамадуны и видеографы, которые собрались вместе, скинулись деньжатами, в Госдуму отнесли, сказали: ребята, давайте в этом году что-то по свадьбам маловато, люди мало женятся, давайте на следующий год, а мы вам процент будем отламывать. Прям Но отламывать, честно, откалывать, я, отпиливать. положа руку на сердце, скажу, что это не я. Я не виноват. Но ты не против, я так понимаю. А ты сам-то женат официально? Да. Где кольцо? Покажи. В ломбарде. Конечно, новые слова это хорошо, но давайте не забывать старые. Нет, хотя бы Или общаться правильно. Да, правильно. Ну, Да. Потому что во времена там кого? Да, Французский язык очень много слов же заимствовал. Да. Оливье. Да, оливье, да. Оливье. Что еще? Оливье. Или когда монголо-татарское нашествие было, тоже Тюркских много. очень много слов, да. Карандаш, да, карандаш. Пельмени. Пельмени, шалаш, Шалаш. Карандаш, Всё, я пельмени, дальше- сарай, шалаш. сарай, Сарай, кстати, да. Бахчисарай. Галатасарай. Галатасарай. Сарай это дворец переводится. Да. Really, да. Реально Я могу в сказать России- только mother- Нет, нереально. Really, в России очень такие Вражки, черствые люди, да, такие угрюмые. Даже дворец сарай, у нас сарай. Что-то, когда начался вот этот весь брейкданс и рэп, все же хотели быть рэперами и брейкдансерами, там кто-то рокерами. Но все же хотели, даже я что-то там умел немного делать. Кстати, Да, вот в школе. возможно ли обучить Сылдыса и отправить на Олимпиаду? На параолимпиаду, наверное. Просто он к чему это говорит? Просто я из них самый талантливый, да. Они их-то уже ничему не научат. Вот. Жизнь все уже. Ну, Остановилась. Как там говорится-то дальше? Что там? Ливнули. Ливнуть пора. вот. А меня в мой сосуд еще можно пихать многое. У тебя просто необъятный сосуд. Смотри, как бы не напихали очень много. Я имею в виду про свою творческую оболочку. Возможно ли в его сосуд запихать брейкданс? Вот на уровне Прям Олимпиады. трамбовать. Не, На уровне чемпионата Чахольского кажуна можно? Да, конечно, без проблем. Я там без проблем. Там единственный участник просто. А где в Туве самые крутые танцоры брейкданса? Ну, Рядом с тобой справа. Справа, ну, кроме тебя, понятно. Тут-то понятно, ты тут как бы... Бог, царь и господин. Ты тут как Усейн Болт, Брейкданс. как его зовут там, Нурмагомедов, Хабиб, как Джеймс Коннор и О'Коннор. Джеймс Коннор. О'Коннор. Рыжий-то этот, ирландец. Тарзан. Конор Макгрегор. Наставлять детей нужно, например, в учебе, но ребенок должен сам определяться, чем заниматься. Брейкданс там или футбол, не надо заставлять. направить, наверное, да? Да. Правильно, просто направить, то есть в чем-то помочь ему, да, там, в каких-то вопросах там, объяснить, да, ситуацию, то есть что, как и почему, то есть не прям брать его за шкирку и прям туда иди, ты должен это делать, да, то есть просто направить, вот сходи, попробуй, узнай, получится, не получится, еще раз попробуй, то есть просто, ну, попытка не пытка, как говорится, да, ну, стоит вот детям, как говорится, давать право выбора
и дать понять, что, Хорошо. что пробовать надо не один только раз. То есть, если человек хочет, да, чего-то сделать, не один раз. Один раз сделал, не получилось. Потом один раз, там, не знаю, пошел в школу, маршрутка там была переполнена, и он обратно пошел домой, да, то есть, или там поступил, не смог поступить куда-нибудь там, куда он хотел, поступил в другое, потом через, там, не знаю, некоторое На время... сессию просто не пришел. Да, мне учиться трудно, да, то есть я лучше туда буду поступать. И вот так будет прыгать туда-сюда, и так и жизнь пройдет, и в итоге у него ни образования, ни, так сказать... Короче, успеха в жизни не будет. Да. Будьте настойчивее, То есть, ребята. да, чуть понастойчивее, чуть-чуть. Прям мою жизнь просто, и рассказывает, сидит, прям с меня списывает. Тимир Салчак, он фотомастер, фотограф. Ну, наверное, фотографы предпочитают, когда их называют фотомастер, да? Да? Первый раз нет, видел. впервые, да, Фотомастер. Мне Это как на Гагарина. один фотомастер говорил так, что типа что я приятно. фотомастер, а не фотограф. Алкаши их что нас Хотя просят он называть фотограф. пьяный мастер. Вот это сложно, кстати. Говорить? Говорить? Да, говорить и... Думать одновременно. Считается раритетно фотоаппарат «Зенит». Ненавижу «Зенит», но фотоаппарат, Футбольный наверное, клуб. фотоаппарат, наверное, хороший, да? Да, хорошо. Вот некоторые до сих пор фотографируют на пленку. Да, прикольно, А круто. Зачем? Сейчас же прогресс. Ну, нет, там тоже свои фишки, какая-то изюминка, своя картинка, такая винтажная, можно сказать. Фотографировать на пленку. Есть мастера в Кызыле, которые тоже на пленку до сих пор работают, заказывают распечатку в других городах, там на профессиональном оборудовании, японском обычно, и приходят. Мне кажется, опасно для фотографа и вообще для тех, кто сотрудничает с фотографом, чтобы он их фотографировал, распечатать где-то фотографию, а вдруг какие-то люди, которые делают распечатку фотографий, проявляют, салоны какие-то, работники их могут себе какие-то фотографии оставлять. Тем более много же топлес там фотографий девушек, ну и мальчиков, наверное. По-моему, они все в Инстаграме топлятся эти фотографии. Откуда у тебя столько знаний про вот это все? Ну, что я раньше распечатывал фотографии, ну, не Топлес? топлес, не свои, все же раньше Мне ходили. просто там люди потом Кости на фотографии топлес видят и глаза себе выкалывают, и начинают Истерика. слепнут просто. Спасибо. А где Алексей вот... Николаевич просто видел меня топлес. Ну, Не пали. нет, как бы, ну, в баню же тоже ходят мужики. Ну и не мужики. Да, и вот мне кажется, есть же какие-то утечки, да, наверное? Как? Никогда не сталкивался, кстати. Я думаю, там тоже все равно есть какая-то этика, какие-то правила, где вряд ли там. И, кстати, часто автоматизировано, вот я слышал, например, есть именно по цифровой фотографии, там есть готовые сервисы, которые уже роботы все распечатывают и помещают в конверт. И мне кажется, люди даже и не видят эти фотографии. Ого, уже роботы распечатаны. Да, там напрямую Так что через ты сервер. можешь без палева нести свои топлес фотографии. Да, я думаю, это какое-то больное воображение у человека должно быть, чтобы разглядывать каждую фотографию. Там 1000 фотографий Да, принесли и- тебе, и ты такой... А, это уже конвейер, просто они Да, уже насмотрелись. Да, скорее Конечно, всего, в да. свое время, в 90-е, когда ты распечатывал, Мне кажется, да, меня волнуют, кстати, вот эти вот заказы, которые я долго не отдаю. Честно прям. Я Я вам честно серьезно не страдаю. отдаю эти заказы. но я волнуюсь. Я волнуюсь, да. Знаете про Вы это. меня волнуете. Какая свадьба уже у вас золотая? Ой, я сейчас закончу скоро. А у тебя какой фотоаппарат? Э, Canon? Canon, Nikon? Canon, да. Да, вот у меня тоже Canon есть. Ну, молодцы! Просто. Может, там Не, ну, есть, если бы у меня Canon был, я бы вот с вами со всеми поделился бы. Canon. Жаль, что у тебя нет Кэнона. Да.
Не, вполне классно сидишь, да, давай начнем так. Да, то есть я делаю чикун, кадры, да, У потом... тебя фотоаппарат, да, так работает? Поэтому недолго жду. Он пока рисует, что запомнил. Потом иду, Нормально рисую, сидишь. да. Чикун-чикун. Да, потом У меня какая-то прошу другую позу, да, что-нибудь повернуться, Может, вот сесть. так вот сесть? Господи. Ну, почти. Господи, как это развидеть? Сейчас кто-то вспомнит фотографии, когда я приносил. Давай. Ну да, Да. вот как, повернуться, да, вот так? Не, ну вот то, что тигр, покажи тигра, там, да, покажи льва, там. Беззубого. Не, давайте животных, которые в Туве есть. Что Да, тигр? У нас нет тигра. Давайте. Кошку, кота твоего. Легко. Прям он все время спит у тебя. Не, покажи козла. Ну давай, я не знаю. Он сидит где-то там. Ну, редко так, конечно, обращаюсь. А как его посадить, чтобы он ну, прям хорошо сидел? Чтобы Ну, было- слишком глубоко сидит. Например, Да? во-первых, да, Вот чуть-чуть так, сюда на край, да, живот, да, такой плечи, да. Я так на брюхо это немного Ага. облокочусь. Да, Вот да. так облокочусь. Да, можно, да. Я чуть-чуть отойду и сфотографирую, будет классно. Да? Потом можно посмотреть Через какие-нибудь полгода стороны. ты получишь свою фотографию. Не-не, к 60 годам. И Стал вот, распространяться такой вид, скажем так, преступления, да, как кража мобильных телефонов. То есть постоянно, то есть кто у кого-то отжал. Это Было. вообще с появления телефона. Но появление Это даже не телефона- просто появление сотового, у тебя, а с домашнего даже. Нет, а тут ты видишь, какая штука, что Дай теперь, позвонить, заходит тебе домой. теперь этот телефон, он же не только звонит, он играет, отправляет, ну, можно снимать видео. И сейчас получается век, Точно, я не да, знаю. век цифровых технологий, и любой твой проступок, он будет где-то записан. И то есть это раньше ты день своровал, да, помнишь? И это где-то в архиве лежит, через 5 лет уничтожается, ты приходишь, устраивается там в органы, и все, ну, как будто бы и не было, да, твоего проступка. А сейчас в архиве хранится, в базе, это никуда не сотрется. Что хранится-то, я не понял. Твой проступок. Какой? Преступление. Воровство. Ну, вот, допустим, если ты был административно привлечен к Которое ответственности. доказано. Доказано, конечно. Ну, но- тогда это совсем другое. Ну, я и Судимость, говорю, что- короче. Вот, а телефон такая вещь, которая есть у каждого. И, ну, и слямзить его, ну, очень просто стало у людей. Я сейчас расскажу историю о том, как я в детстве предотвратил воровство. Представляете, какой я молодец был. Просто Вот. побежал и стуканул. Она такая не сильно интересная, но я ее расскажу все равно. Интересно последствия, которые были у меня. Значит, стоим мы... значит, Через 20 лет тот человек вышел и ищет теперь тебя. Нет, стоим мы с одноклассником, был класс 3, 4, кажется, в магазине. А там был такой магазин, где продавалось одновременно и украшения золотые, и сникерсы, и тетради. Ну, Короче, ювелирно-продуктово-канцелярские реально товары. какой-то такой магазин странный. Сауна налоговая еще надо. Раньше Да, такие да. были, да. Раньше там прям все продавалось. Прям, Часы продаются, вот, бывают такие. значит, витрина, тут кольца, сережки, тут, значит, сникерсы Марса, тут тетрадки, ну и дальше там до алкоголя. И вот мы стоим, значит, с одноклассниками и видим, что какой-то человек с проволокой утаскивает оттуда сережечку, потом вот эта штука, как называется? Ожерелье. Подвеска, наверное. или- Ну, цепочка. А, Мы стучим на этого человека, Предотвратил. предотвращаем воровство, ну, его берут, все, нам дают, значит, пикник. Вы увидели, как это делается. Да, вы увидели, как это делается. Нам дают батончик шоколадный. На всех? Ну, вдвоем мы были, получается. А мы же такие года были голодные, ну, шоколадный батончик, Вы круто. даже разворачивать не стали. Нет, а он отдал его мне на хранение, потому что звонок прозвенел, мы на перемене были. Ну, и я говорю, ну, половина же моя, я же могу ее пока потихоньку скушать. И начал я, значит, кушать, и до конца урока весь батончик съел. В крысу заточил его. И получается, я и Стукач и крыса. стукач, и крыса, да, получается. Вот, поэтому, дорогие ребята, делайте добро, но никогда не делайте зло. Такая логика.
Да, были голодные. Мне, я просто, да, это реально были по нам не какие-то... скажешь, что мы вообще когда-то голодали. Это да, какой, щас? 38-й год? Нет, был или чё? 98-й, наверное. 1938 год, когда там или хрущевская это кукурузная политика. Нет, это 98-й год, когда был пик вот этого Коммунизма. кризиса, коммунизма у меня. Вот, и я маленький ребенок, ну ел, и все съел. А второй маленький ребенок просто обломался. Видно, что ел. До сих пор ест. В школе 2 директора. Представляете? Как у нас, да, было раньше, типа Путин и Медведев. Так? Наверное. Нет, там Там реально 2 директора. Там 2 директора в школе. Там не завуч рулит, Один а на 2 первом директора. этаже, второй на 3-м. А на втором, типа... На втором нет анархия, директора. да? Баталия. Хаос. Оказывается, что Там произвол. детей 14 школ уже перевели в 17-ю. И там Но они не директор стали остался. учениками 17-й школы, они отдельно существуют. 14-я школа, просто здания у них нет, они как будто бы арендуют. Поэтому в школе директор 14-й школы на первом этаже, а на 3-м директор 17-й школы. В 17-й школе учатся 250 примерно человек, а в 14-й 1500. Если они пойдут с школы на школу, то 17-й огребет, да, Да, ну, получается? тем более там первоклассники. Тем более. Безусловно, огребет. Не вот, что тут поучительного-то? Да ничего. Просто 2 директора, это интересно. Нет, я думаю, что вот из этой ситуации, когда 2 директора, можно Извлечь выгоду выгоду? извлечь. Совет да. директоров, да, сделать? Нет, идешь, говоришь там, вот меня отпустил, кто? Директор. Какой, пока разберутся. Пока разберутся, Уже а уже- аттестат выдадут. Да. Можно из школы в школу переводиться. Просто из одного кабинета в другой переходить и все. Я ухожу из этой школы и просто на другой, на первый этаж просто спустился. Ага, если ты в 11 классе, и куда ты переведешься? В 1 класс? Ну и у меня была, кстати, такая мысль, что если бы вот я заново учился, я бы учился на 5. Ну, если бы сейчас, да? Да. 1 + 1 – 2. Молодец, Колынду, садись, 5, да? Смотри, 2 + 2 – 4. Это, наверное, кто-то бы все равно лучше него учился. Но сейчас дети же умные все стали. Вообще, Чересчур. чересчур. Все такие поняли. И каждый о своем ребенке думает, сидит. Вот скотина. Да, моему ребенку 14 лет исполнилось, и он скоро получит паспорт. И он А потом это... получит. И ремня получит. Нет. В честь этого Макаренко читал я. Макаренко. Нельзя так. Сухомлинский. Да, Сухомлинский. И что, почему нельзя? Ремнем? Ну, конечно, можно. Чего нельзя? Был такой период в Туве, в частности в Кызыле, когда баскетбол был прям на пике популярности, играли все. Сейчас, к сожалению, такие времена прошли, Одни рэперы. но одни рэперы, да, блогеры, рэперы, предприниматели вокруг все одни. И, к сожалению, да, в Туве именно вот надо тусовку создавать. В то время создавалась тусовка, потому что было много заинтересованных людей в баскетболе. Соответственно, круг большой, соответственно, у каждого свои амбиции на баскетбол. Соответственно, тренировали детей, кто как мог, соответственно, там уровень был достаточно высокий. Но мы сейчас пытаемся это заново, там, кучка энтузиастов как-то Я возродить. помню в школе, когда учился, на баскетбол почему ходили? Потому что у Ну, нас же заставляли. Ну, в что Туве это, приходишь на 9 месяцев физкультуру. зима. Да, да, да. Ты же зимой не будешь там тренироваться, хотя почему не будешь? Футбол тренировались зимой, да, я помню, это у нас... Зима, было- я не буду тренироваться. Нет, но и мы в спортзале чем заниматься в свободное время? На баскетбол Да, и ходили. на физкультуре мы только в Да, баскетбол да. играли. Вот, и поэтому баскетбол был очень распространен в то время. Но сейчас я вот зашел в спортзал, в мою родную школу, и увидел, все сидят по лавочкам, в телефонах, у всех освобождение там. Занимаются те, кому реально интересно, или те, кто реально спортсмен, да, там есть какие-то разряды или что-то, вне зависимости там от баскетбола или от Мы, другого наверное, говорим про город Кызыл, да, все-таки про баскетбол, потому что, мне кажется, национальная тувинская игра с мячом, это, мне кажется, волейбол. Да.
Хуреш и волейбол. Волейбол. У меня была ситуация, я участвовал в образовательном форуме Дурген, не знаю, какой год был, там 2014, 15, 16, но один из этих годов. И идет образовательная программа, и организаторы решили параллельно провести волейбол. И вот идет лекция, преподаватели, там 4 человека сидят, а где все? Все на волейболе, вот так вот. Поэтому, если в городе Кызыле был знаменит и всем нравился баскетбол, то я думаю, что где-то вот в остальной республике, то это волейбол. Я все перепутал. По сегодняшний день это как бы тенденция не сменилась, так и есть, потому что волейболом можно везде заниматься. Потому что не надо тебе кольцо, не надо спортивную площадку, ты можешь на любую траву выйти, в поле играть. Кружочек встал. Кружочек, да. Картошка! Расскажи, с какими проблемами рестораторы сталкиваются у нас в республике? Если вообще брать весь ресторанный бизнес, то это полное сумасшествие. Да, потому что если есть возможность не открывать ресторан, лучше его не открывать. Вот у меня... А у тебя, видимо, такой возможности не было, да? Нет, возможно, я не буду. Нет, я же не по своей воле попал в этот бизнес, понимаете? Я же как бы, я попал туда, у меня не было выхода. Если бы была возможность не заходить в ресторанный бизнес, его лучше не открывать. Это все рестораторы мира говорят, потому что это очень сложный бизнес. Вот скажи, из чего меня всегда очень удивляло, бывает там кафе какое-то пишет, там типа 350 рублей с человека, а кто-то пишет 2000 рублей. Вот из чего складывается стоимость за одну персону? Когда банкет, да? Да, я просто, я хочу банкет проводить в ближайшем будущем. Хочу банкет. Самое банальное — это себестоимость продукта. Косты. Если кто-то может позволить себе за 300 банкет провести на человека, ты должен понимать, что из 300 рублей 150 это там продукты. Соответственно, я бы не пошел в такое заведение. Потому что за 150 человек я не знаю, что тебя могут накормить за 150 рублей. Соответственно, ты должен понимать, какие там продукты. Обещаниями могут накормить. Какие там продукты, я не знаю. Я бы побоялся за свое здоровье. Это цена складывается только из себестоимости. А где ты Сылдыс видел за 350? Я утрирую. В 2003-м? Да, утрирую, конечно. Я сейчас таких цен не знаю. Не знаю, 700, 800, там сколько. Это уже более реально. Да? Это уже более реально, да. Я даже сам прикидываю, да, вот себя если накормить, но там, конечно, большая сумма. Ой, ты должен много прикидывать. Сразу 1005 рассчитывай. Это надо у жены моей спрашивать, там, сколько она там тратит на содержание Сылдыса Калынду. Объедаешь семью? Не, я стараюсь этого не делать, но как-то получается. Каждый человек должен понимать ответственность не только за себя, а за тех, кто его окружает. Это семья, соответственно, кто от семьи уже там какие-то посылы в общество должны идти. Я вот почему тренерством, можно так сказать, занялся, потому что я хочу, чем больше молодым ребятам, девчонкам я покажу пример, объясню, докажу, там, что можно вот так, что здесь вот так, то мне просто самому будет приятно. Я один раз заболел ветрянкой, давно. Я один раз и болеют. Да, один раз. Второй раз не получилось у меня. Хотя я пытался. И вот мы играем, и прям сижу, и мне прям что-то все хуже, и хуже, и хуже. И что-то тут чешется, там чешется, тут чешется. И вот чувак, который сидел вот напротив меня, он все внимательнее на меня смотрит. Я говорю, что случилось-то, что случилось? А у меня уже вот видимые признаки, как болезнь, ветрянки полезли. Прихожу домой, и все. Я на 2 недели не выездной из дома. Не выездной из дома. Вот поэтому, ребята, особенно маленькие дети, если вы... Почему не выездной? Ты же ходил, не выходной тогда. Не выходной. Какая разница-то? Кстати, вот буквально перед эфиром мы узнали, что ты не пьешь воду из-под крана, а пьет кипяток. Вот это, кстати, реально кипяток ей налили. По-моему, из-под крана вода у нас чистая, ее кайфовее пить, чем кипяток. Не знаю, я видела картинки в интернете, где есть срез трубы, и там годами накапливаются ужасные вещи.
не знаю, накипь, что это было еще? Ну, известие. Да, да, Ужасные и вещи. я представляю, Нацизм, фашизм, расизм. представляю, как она течет, и потом приходится же, ты пьешь не только эту воду, а и микробы, которые на этой извести кошмарная. Вода текет или течет? Течет. Правильно. Ну все тогда. Подожди. Вот ты говоришь, не пьешь воду из-под крана. Так кипяченая вода, Она в ней просто больше извести, Она чем... просто... Ты Нет. бухала когда-нибудь? Нет. А вот именно поэтому из-под крана с утра и не пьет. Ты не представляешь, какая вкусная вода из-под крана, когда утра. с утра Да, даже в Нет, Красноярске. в Новый год. Ну вот реально вот какую-нибудь ситуацию, когда что-то такое экстремальное можно выпить, если там Обязательно надо больше... выпить. Экстремальная ситуация. На меня напал этот маньяк. Да, где вода, где вода? Нет, воду из крана. Речь шла о воде из крана. Вот прям что-то такое, и тебе там, не знаю, что-то нереально чешется, или тебе надо... Если чешется, Надо помыться водой да, из-под если крана. чешется, Надо идти к тут венерологу, вода из-под крана вообще ни при чем. горле. дерматологу. В горле першит, а нету воды, а ты не можешь ждать, чтобы вода скипятилась, ты можешь выпить, но это очень редко. Так вот, Чайгана, расскажи, пожалуйста, нам, какие у тебя ближайшие планы? Ой, планов у меня никаких нет. Ну, потому что каждый день новый день. И я не знаю, что будет завтра, но в общем и целом... Наверное, ты художник. Да. А выставки какой-нибудь? Выставка. Но дело в том, что для персональной выставки тебе нужно очень много работ. Да. Очень много работ, а потом организация, потом оформление. Менеджер, там, человек, который... Не-не. Ну, что-то надо Я же художник, снимать, чтобы сам себе и помещение. менеджер, и вообще все-все-все. Билеты продавать? Не, За обычно НКВН смотреть какие билеты. выставки, они Подожди, кто угодно может прийти. а деньги откуда? На выставке Денег ходят нет. бесплатно пока что. Денег не бывает. Да, конечно, это же художники. Да. А у него Просто планов показать. нет на завтра. Это получается, я тоже Какие выставки? я тоже художник, получается. Может быть, мы посмотрим? Итак, первая работа. Нормально показываю? Это Покахонтас. Видно? Покахонтас? Ну или Снежная Ну, королева. могла бы быть, да, интерпретация. Могла бы быть. Мне очень нравятся здесь сережки. Я их придумала, когда мне хотелось что-то очень такое, что-то контрастирующее. Здесь корона, Мне не видно. корона стальная такая или медная. И хотелось это как-то уравновесить чем-то А я более думал, она воздушным. на фоне трона или чего-то. Навесить было. Нет, я думаю, что это А на фоне, угадайте, что на фоне? А это Водопад. нет лес. и Ой, джунгли. близко, близко. Да? Да, да. Джунгли. Перевернутые деревья. перевернутые деревья. Да. Лес это перевернутые крутая деревья, работа. да. Тогда, может, его Спасибо. надо Вообще. смотреть, ее надо вот так, может? Так тоже Нет, можно если мы смотреть. хотим на деревья смотреть, Да. то так. Ух ты! А если на Покахонтас, то надо перевернуть. Два в одном. Нет, а тут смотри, тут у нее скулы азиатские, а у Это индейцев, понятно. да, у А они- индейцев тоже, да, такие, по-моему, они же из Азии Да, вышли. есть же такая теория. Есть же такая Ну, теория. вообще, девушка, по-моему, из Из Тибета. Азии. Я рисовала А, с Тибета? модели. Да, А по-моему, она губы у из нее Тибета. свои или... Да, свои. Или ты накачала их? И глаза свои, и нос свой. Невероятно красивая девушка. У нее такая просто сразу запоминается. А зачем она так делает? Как делает? Это ее форма губ, это А, да? свободно, да. Некоторые люди такие не рождаются, Костя. Да? Да. Можно было подумать, что да. А тебе Да. для этого нужно специально так делать. Ну-ка покажи еще раз. Покахонтас. Покахонт. Скорее это... Покахон. Так, кто следующее. в русских сказках? Давай Все, следующий. следующее. Да. Круто, круто. А Мне как вот называется Спасибо. вот эта работа? Эта работа называется «Мадонна». А, ну я чуть-чуть угадал. Мадонна. Как у Серова? Ой, Нет, ты про другого Серова подумала. О, Ой, Это Sailor Moon, только в европейском, да? это уже что-то славянское, да? Лозовикова, да? нет, вообще... Ольга. А это Ольга Возовикова. Вот мне нравится, что вот у каждого своя интерпретация. Они же не могут знать, что я имела в виду, что там вкладывалось. Ты имела в виду, что ты имела в виду, что ты имела? Но вдохновение было именно Джейн Эйр. Читали? Да. Да, Кого, да, что? Джейн Эйр. Джейн Эйр. Нет, не Это читал. что-то... Вот. Да, я читал. Обожаю этот роман. И тут не сцена из этого романа. А что я обманул-то по поводу читал? Нет, я не Она, читал. она где-то в Я кустах, смотрел да? сериал, я Да, реально в поле видел в сериал. таком, да, как Джейн будто в Эйр поле. там что-то всех спасает. Она прячется от кого-то. Нет, не прячется. Тут именно взято просто настроение А почему мимолетное. звезды на веревочках?
потому что Они падают. они не могут быть в такой форме, просто, не знаю, мне хотелось вот именно немножко театральности, и как будто бы в театре на декорации, если посмотреть, то они как бы подвешены. А этот элемент из флага Турции зачем здесь? Ой, это элемент флага, мне даже не пришло в голову, интересно. Еще Это кровавая луна. Есть у Алжира такой элемент. Ну это кровавая луна, потому что, чтобы показать, что жизнь не сахар всегда. Не всегда вот эти звезды, знаете. Есть еще Есть же элемент... еще благотворительная организация, Какая? там, Красный Которую нельзя полумесяц. называть? Красный крест, да? Нет, Красный полумесяц, да, Красный Крест. нет, да, есть такая организация, которая, ну, как это, белый или какой там крест, только вот еще есть полумесяц. Ну, может, что-то такое. Тоже с губами, да, та же история. Она Нет, чуть-чуть она- приоткрыла их, вот она, чуть-чуть да. приоткрыла. Чуть-чуть приоткрыла. Да. да. Что-то типа. Это Все видно. свое. Она, может, хочет сказать что-то. Да. Турция! Вот да. Анталия, все включено. Мало комплиментов? Не комплиментов, а Люди мало может быть, выражают свои эмоции. Да, может быть, да? люди даже имеют в виду что-то, и в голове такие, этот человек классно там снимает видео, да, или этот человек очень добрый, он много улыбается, но не говорит этого вслух или этому человеку. То есть ныть-то мы привыкли, а подмечать что-то хорошее мы отвыкаем. Нет, Ну, хотелось бы даже побольше. хотя бы озвучивать эти положительные Да, эмоции, да, и- чтобы хотя бы сказать, что человек, Ну, вот кстати- ты, допустим, сегодня отлично выглядишь. Можно это сказать, но многие стесняются, могут Да, вот подумать, да, превратно. От непривычки просто, да? Какой-то Да, зажим. просто... Молча, ты сегодня отлично Культуры нет выглядишь. такой, Да да? пошел ты. Давайте продолжим. А вот вы хотели, извините. Да нет. Спасибо, Салдыс. Конечно, это приятно будет услышать, да, человеку, которому обращен этот комплимент. Но просто непривычно будет самому, даже человеку, он будет тоже испытывать. Потому что мы не привыкли этого делать. В нас не заложено, да, может как-то проявлять свои Ген добра. положительные, да, чувства. Я вот хотел бы немножечко сделать выемку из вот рассказов Чигана и вот респект вот тем людям, которые реально не стесняются говорить приятные вещи друг другу, да. В нашем сегодняшнем мире этого, мне кажется, очень сильно не хватает. Ты хорошо выглядишь, Володя. Салдыс, а ты очень хороший человек. Спасибо тебе. Да, они не такие, ну чё, я их знаю 100 лет. Мы хотим сделать рок-оперу. Это, конечно, сложно, страшно, но хотелось бы развивать у нас в республике это направление. Рок-оперу, тувинскую рок-оперу? Конечно. На тувинском языке? Да. И Хоумей? Хумей, конечно. Не, ну я У так нас думаю. был экспериментальный такой проект, вот, и мы пришли к выводу о том, что это вообще здорово, это очень необычно. Да, вот. Ты здороваться руку тянешь? Привет. Привет. Ну что за Вот у Ерса Рыгол из группы Чингис. Прошу прощения, Чингис. Там же вся группа уер просто. Помните легендарная группа? Прошу прощения, у группы Блин, да. С солистом Уером. Да, у группы Уер и в частности у Чингиса, это замечательные люди. Уер. Да. Чингис Рыгол из группы Уер в восторге был. Он показывал нам на видео, ну, что он был на концерте, мы как раз на репетиции были, мы готовились к Усинску. И он принес прямо и тут же нам поставил запись, телефон он снял. Что нужно для рок-оперы, для тувинской рок-оперы? Для тувинской рок-оперы. Оркестр нужен, да? Ну, там, нет, оркестр нам не нужен. В принципе, такое отношение, да. У нас тут струнной группы не хватает, да и вообще оркестр. Да, ну, очень поддержали группа Уер, получается, вот Чингис Сарыгол как раз таки. Тот самый. Тот самый. Да, они нам предоставили и клавишу, бас-гитару, то есть. Одну клавишу оторвали просто. Чем можем Да, чем можем, поможем. Группа как будет называться? Группа, у нас симфорок-группа, которую мы назвали Вива, что значит там ура, да здравствует. Я думал AC/DC All. Ой, AC/DC Шуде. Нет. Шуде-оперу. Шуде-опера. Я не знаю, что там у нас происходило, но у нас они очень часто менялись, учителя по
музыке, и поэтому, честно говоря, я не очень прям так помню. Люблю музыку. Уроки музыки. Я так и рвалась показать свои вокальные данные, но у меня не было возможности. Учителя менялись просто. А сейчас будет петь Дамирак Мангуш. Извините, мне надо выйти, и учительница другая заходит. А теперь по списку и сначала начинает. И Дамирак... А пойду, короче, в училище учиться. Я пойду рок-оперу сочиню. Да. Скажи, Параллелепипед. Вот. Параллелепипед, ну это сложно. На П, на К, это вот сложно. И вот на К тоже, да, сложно. Куцевалов. Константин. Куцевалов. Ну это вот зависит вообще от обстоятельств, от, не знаю, ну вот волнение это уже все, то есть ты уже ничего не сможешь выговорить. То есть ты не будешь петь песню «Констанция». Почему? Петь это совсем другое. Я могу там же другие участки мозга, да, отвечают? Да, другие участки мозга. Совсем другое. Отлично. И тут вообще, как бы, в принципе, все зависит, наверное, от дыхания, мне кажется. Потому что когда человек... Если дыхание свежее, то у тебя все хорошо будет. Когда человек волнуется, это все на дыхании отражается, и поэтому вот происходит такой вот... Да, кстати, это правильно. Надо вот твои участки. И поэтому, как бы, надо я один раз вышел на сцену, и так получилось, что я начал говорить на вдохе, и это было ужасно. Я начал, это как? Ну типа, здравствуйте! Здравствуйте! И спел оперу заодно. То есть там же получается, у тебя нога ведущая бьет по определенным внутренним органам, когда ты нажимаешь, да? Да. Что? Ну, то есть, когда алкоголь бьет по органам. По органам. Ну ты, допустим, сделал шаг и вот, вздохнул, получается. И на втором шаге ты говоришь. Короче, попробуйте это каждый. Зачем? Вот. Нога ведущего. Нога ведущего. Ну вот ты когда бегаешь... Я очень редко бегаю. Давайте представим фантастическую ситуацию. Нет, бегаешь. Вот. Ладно, я побежал, бегу. Почему боль в боку-то возникает? Потому что когда ты бегаешь, ты опорную ногу ставишь вот туда. Да. Ну, короче, ты ставишь опорную ногу, она бьет по этим внутренним органам. И тебя нет, чья-то нога может ударить по органам. И, короче, примерно так. Все мои познания в медицине. Представляете, насколько вот вы учитесь лет 20, и вот выхлопа нет, да, вот я бы хотел, чтобы вот наши зрители поддержали именно профессиональных музыкантов и выразили им респект, ходили на все их концерты, вот, потому что, грубо говоря, если там какой-нибудь певец собирает 2 зала по 500, а там оркестр там не может собрать там зал за 300, ну это о чем говорить? О том, что у нас население не хочет, ну то есть не интересуется этой музыкой. И поэтому надо с самого детства воспитывать. Вот в садике надо уже. И пока не забыл, я хочу выразить респект именно тем людям, тому зрителю, который все-таки любит, поддерживает и приходит. ММА, UFC, и что там еще есть? UFC это ММА. Конор Макгрегор есть еще. Да, было такое, да. Джон О'Коннор я его называю. Джон О'Коннор. И второй есть этот, ну, в папахе. Хабиб. Хабиб, Хабиб Макгрегор. Нурмагомедов. А кто сильнее, Хабиб или Нурмагомедов? И этот, да, он. Если я, допустим, просплю там, что редко бывает, там до 12 дня, я встаю никакой, вот мне даже до мусорки идти, там, лень, я в кармане оставляю, думаю, ну ладно, потом там дойду. Ну, целый день такой ленивый проходит, очень тяжело, ты весь день не успеваешь, многие вещи на завтра переносишь. А когда ты там в 5-6 утра встал, сделал пробежку, там, позавтракал, все как по часам все сделал, все запланировал. Почему бодрее себя чувствуешь, когда вот так рано Да, ну, насыщаешь кислород там свежим воздухом, ты разгоняешь свое тело, все работает, ты вообще у тебя нету понятия там лени. Твои биологические часы работают именно так, как сказал Аржан. Надо я вообще никогда, ну как, не буду врать.
Ну, бывало, да, что я там, но я просто поздно засыпал, допустим, и просыпался в 12. Но я вообще не могу спать допоздна там. Я просыпаюсь в 9, я уже где-то бегаю, где-то у меня дела где-то. Или просто я уже проснулся хотя бы. Я хотя бы душ в это время принимаю. Есть люди, для которых 9 часов это раннее утро. Ну, да, вот у меня была такая проблема, я не мог очень долгое время просыпаться по утрам. И как ты это делал, если не мог? Ну, не просыпался просто. Что я делал? Нет, там был прикол, что я в школе, когда учился со второй смены, я даже эту смену умудрялся проспать. Это талант. Это великий талант. Он и як бы ходил тогда, учился. Ну, как бы я потом ходил туда, но уже на какой-то из образовательных профилей. Для меня, например, вот есть, часто хочу сказать, вот у нас есть там ребята, парни, там, как и балероны, есть много танцоров, очень много ребят, и я их считаю вот за настоящих мужчин, которые, ну, есть там в силу своей профессии, немножко повадки, которые, ну, и многие там ребята сидят и над ними потихаются, и вот мне каждый раз из-за этого мне приходится с ними ссориться, с ребятами, говорить, а вот вы что сделали в жизни, а это ребята там профессионалы своего дела. Вот я, каждый из них это человек, который заслуживает отдельного уважения. А вот очень много есть у нас осуждающих людей, которые ничего не делают, говорят, вот это не то, это не то, не то, не то. Которые, сигареты да, в руках, пиво в другое. Да, там на шее у жены сидит и говорит, там, осуждает других мужчин. Этот мужчина, этот не мужчина. По каким-то своим надуманным понятиям, да? Очень много у нас блогеров, ребят, которые там не пьют, не курят, там не убивают, не насилуют, но их почему-то люди там, их там за что-то там оскорбляют в соцсетях. А те же самые парни потом спрашивают, а кого ты уважаешь? Каких-то там бандитов, ребят, вот это вот настоящий мужик. Я говорю, за что он мужик? Он людей там, он на несчастье других людей живет, наживается. Ну, его боятся и за это его уважают. За что? Я, например, их не уважаю, не за что. А людей с дела надо уважать и огромный респект им. Респект людям дела. Да. Людям, которые отдаются своему делу полностью, не ленятся и побеждают каждый день себя и свою лень, становятся лучше. Сейчас же говорят, что с рождением детей какие-то вот преференции уже. Что вот ты же на себе это испытала. Какие преференции дают с рождением первого? Я хотела это испытать. Ага. Я еще с пузом поняла, что так как я налоги плачу, честно, я поняла, что я хочу, чтобы мне государство вернуло часть того, что я, собственно, платила. И да, я спокойно получаю пособие на первого ребенка в размере 11 400. Ух ты! Это до какого будет длиться времени? До 3 лет. Живете вообще, черт. Очень удачно. И на самом деле... Займи косарь, да? Ну, давайте посмотрим. Было 50 и 250 рублей выбор, да? И есть до сих пор девушки, которые получают 380 рублей пособия на первого ребенка. А это все зависит от лени, во-первых, человеческой. Не узнать, не пойти, не какие документы куда-то, что-то побояться, страх. По всем этим собезам. Во-первых, я получила изначально, грубо говоря, в районе 90 тысяч, только когда родила. Ну, да. Вот это родовые деньги. Что я родила, получила. Ну, организация. От ФСС. Организация подает документы, да, обязательно. И мне... Фонд страхования. Да. То есть я смотрю, рожать сейчас доходное дело. Ну, не для нас, Вова. А у вас есть уже первый? У нас? Вот второго сейчас? Нет, не у вас. У нас? У вас это не та страна. Мы планировали. Это не та страна. Ну, что-то не получается у нас. У них по отдельности-то есть? У нас не та страна. Вот сообщим что-то. Давайте как-то дам. А то уже даже усыновление, если вы усыновите, дают. Да нет. Те же самые, смотрите. Надо подумать. Подумайте, да. Мы были 2 года назад и нас посадили на повышение квалификации. Приезжал француз. И нам рассказывали про ферму по производству фуагра. Поделился тем, что там абсолютно законы не сопоставлены с жизнью. То есть их обязали натянуть над полем, где пасутся гуси, пленку, дышащую пленку, чтобы птицы, которые пролетают, не смогли покакать на вот эту землю, по которой ходят гуси, которые делают фуагра.
ну, из которых потом, значит, делают фуагра. Потом у этих гусей не должно быть эмоций, поэтому они выведены искусственно полностью. Более того, они должны умирать нежно. Вот это мне очень понравилось. То есть это действительно так, и там целый процесс. У них там... То есть гусь – это закон, они платят штрафы, если гусь умер в муках. Это вот, у них там вот так вот щипцы, он показывал. 3 в инсульте и 4 подвернули лапу. Итого? Это смешного, но это так, то есть у них щипцы есть. Это надо до тупого даже, я бы сказал. Это тупо. Он рассказывает, они то есть берут за шею и там током бьют до отключки. И только потом все процедуры вот эти проводят. Нежно. Ну, как бы, это если это проходит под песни Юлианы Карауловой, значит это нежно. Что, ты хуже, чем ты думал, я понимаю. Ну, у нее же там какие-то такие песни. Или если рядом сок добрый, то тогда можно. Мне кажется, сейчас у Глюкозы такие песни, понимаешь? И у Киркорова с Басковым вот такие песни. Вот такие какие-то. Вот такие у нас песни. Где-то в деревню я поехал в Красноярском крае, Прокопьевка деревня. Мне было 18 лет. Там все на мотоциклах. Ну да, да в деревнях лучший транспорт — это мотоцикл. И там сельская вечеринка была в ДК. Дискотека? Дискотека. Да, была. У них одна кассета, там, ну, у нее постоянно, короче. Одна кассета на деревне? Да, и у них спрашивают, что вы слушаете? Не, вот слушаем. То есть они говорят исполнителя или стиль музыки. Вот, мы дают кассету, вот мы это слушаем. Ну это ладно. И вот, короче, мы... Ну, и ты такой, ага. Да, натанцевались мы уже прилично. Прям натанцевались, натанцевались, да, я бы сказал. И они говорят, хочешь прокатиться? А мотоцикл назывался то ли Минск. Восход. Восход. Ну, что-то, да, такое. Ну, где-то там. Да, где-то там. Русскими буквами написано было. И он, хозяин мотоцикла сел сзади, я сел спереди. И что-то там он у меня даже с места не трогался. И он говорит, скорость, скорость, скорость. А я подумал, что скорость это вот где газ. Я уже до конца, а он не едет. К коробке автомату привык. Я вот уже до конца газ говорю, а что он не едет? Ты говоришь, скорость, я нажимаю, говорит, да это не скорость, скорость, он там рычажок. А я тут не убрал, а рычажок опустил. И как-то так получилось, что он как-то в дыбы и сразу в кувет. Хозяин мотоцикла. Он сломал руку, он перелетел через меня тоже, он сломал руку, я нос и ребро. Это когда он уже встал, потом нос и ребро достало. Руку для этого. И желание все отбило. То есть он руку сломал об мой нос и об мое ребро. Он отбил желание уже кататься. Ну, перейдем к нашей традиционной рубрике и единственной. И неповторимой. Слушай, да, действительно. Есть еще, я хотел ввести рубрику, называется «Уроки английского от Сылдыса Калынду». Допустим. Это нет. Смотри. Нет. Это еще проще, смотрите. Я вот сейчас буду говорить слова, а вы точно заговорите. Вот эти. Доктор. Доктор. Ну, перевод говори. Врач. Врач. Тебе что, на деньги-то повело? Врач. Эдуарда. Temperate. Чего ты говоришь? Temperate. Температура. Ну и так далее. Короче, сидит матерится. Антенна. Календарь. Да. Телевизор. Телевизор. Да. Ну все, пойду работать с удовольствием. Переводчиком. Английский я знаю. Им ГИМО заканчивать не надо, да? Да, никакого РУДН. Нет, ты еще не качаешься на качели. Тебе качельку надо. Респект дня. Переходим к нашей рубрике «Респект дня». В этой рубрике мы выражаем респект людям, либо каким-то вещам, либо чему-то, что понравилось. Начнем с Сылдыса. Дорогие друзья, давайте быть более адекватным, реагировать на все, что происходит вокруг нас. Каждый случай индивидуален, каждый живет, как ему хочется. Начинайте с себя, улыбайтесь друг другу, все у вас будет отлично. Спасибо! Ура!